Здравствуйте. В начале несколько коротких информационных сообщений, и первое из них об аварии на магистральном газопроводе, который переходит по подводному, вернее сказать, трубопроводу на противоположный берег Лены. Со вчерашнего дня по непонятной пока причине из него выходит газ, и специалисты МЧС с сегодняшнего утра разбираются в причинах этой возможной аварии. Президент Штыров накануне заявил журналистам в Якутске о том, что вопрос о его дальнейшей судьбе получит ответ не ранее 27 ноября, то есть за 2 месяца до окончания срока полномочий главы нашей республики. Он объясняет это федеральным законом, который обязывает президента Российской Федерации Владимира Путина не позднее именно этой даты определиться с тем, кого бы он хотел видеть в дальнейшем на посту главы Якутии. И вчера же президент Штыров вновь вернулся к вопросу о мэрии Якутска. Он заявил, что если Илья Михальчук самостоятельно не может покинуть пост главы исполнительной власти, то такое решение должно принять окружное собрание депутатов. Такой вот шаг возможный глава республики мотивировал известными скандалами вокруг некоторых руководителей столичной администрации. Следующее сообщение из прокуратуры нашей республики. Сегодня до его сотрудников была доведена информация о том, что Сергей Шумский покидает пост главы прокуратуры нашей республики. Надо сказать, что заявление об увольнении, о желании уйти с этого поста генпрокурору Сергей Шумский подал еще в начале августа месяца. Правда, тогда в прокуратуре эти сообщения опровергали. И до сих пор, кстати сказать, неизвестно, по какой формулировке он уходит с этого поста. Либо генпрокурор удовлетворяет его заявление об отставке, либо его увольняют по какой-то причине. Сегодня Всемирный день туризма. Этот праздник, профессиональный праздник для сотен работников индустрии туризма, а также сервиса и гостеприимства. В нашей республике это 55 туристических и экскурсионных фирм, а также несколько гостиниц. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех их с этим профессиональным праздником и прежде всего сотрудников, работников гостиницы «Лена», которая гостеприимно на летние каникулы, на время лета, вернее сказать, предоставила, в буквальном смысле, крышу над головой для нашей программы. С праздником вас, уважаемые товарищи! Достатка вам, здоровья и благополучия. А теперь об основной теме нашей сегодняшней программы. 27 сентября 1990 года Верховный Совет Якутии принял декларацию о государственном суверенитете нашей республики. По программе праздничных мероприятий уже в этом году накануне в Якутске был открыт мостовой переход через городской канал. Он связал улицу Пояркова с площадью Победы. А уже сегодня, в среду, основным событием стало официальное открытие в Якутске старого города. Надо сказать, что его строительство началось еще при мэрии Спартаке Борисове. Не без проблем, надо сказать. Первый же восстановленный дом, нынешний пивной ресторан, спалили неизвестные. Но, правда, после этого инцидента реставрация старого города пошла и быстрее, и шире. И сегодня эта часть столицы республики, хоть в какой-то мере, но напоминает, что Якутску ни много ни мало, а 374 года. В церемонии открытия приняли руководители нашей республики. Большую часть сегодняшней нашей передачи мы посвятим теме суверенитета, что было и что будет. На мои вопросы отвечает Климент Иванов, один из ближайших сподвижников Михаила Николаева. В 90-м году тот был спикером парламента автономной республики. Ну а сам Климент Иванов в 90-м году представлял нашу республику в Верховном Совете СССР. А затем, после избрания Михаила Николаева президентом Якутии, стал спикером республиканского парламента. В Москве как тогда восприняли сам факт принятия декларации? Ведь я напомню, еще тогда, Ельцина не было с его известным «берите суверенитета сколько хотите». Еще был Советский Союз, так сказать, вертикаль власти, то, что называется, была жестко выстроена. Какое отношение было к этому документу? Я должен сказать, что конец 80-х годов по всей Российской Федерации был насыщен очень большими политическими событиями. Вы знаете, это было связано с перестройкой, да. Это было связано с постепенной демократизацией общества. Уже тогда ЦК КПСС наметил пути перехода на более демократические пути развития Советского Союза. Но это было связано также с постепенным так называемым переходом на рыночные взаимоотношения. Помните, создавали кооперативы, да, в конце 80-х годов. То есть не на пустом месте все это образовалось. Так? Процесс уже шел с середины 80-х годов. Но я сам тогда был депутатом Верховного Совета СССР,
Я приехал как депутат из глубинки, где все спокойно, где все стабильно, жизнь идет размеренно и так далее. И попался вот в гуще политических событий. Я даже был сначала очень так, не только встревожен, а вообще у меня впечатления были очень огромные, и положительные, и отрицательные. Но тогда отрицательных было больше. То есть настороженность. Настороженность. Почему? Потому что вся Москва и центр России кипела от политических страстей. Тут митинги, шествия, забастовки, требования и так далее. Даже, значит, вся гласность тогда наступала, и появлялись независимые газеты, там даже телевизионные вещания стали более свободно раскованными. Информации было предостаточно. Поэтому народ, я чувствовал в центре, что российский народ уже преображается. Он желает какой-то перемены в общественном развитии. Не только желает, а это требует. Это было заметно, это видно. Я это ощутил, прямо находясь в Москве. Я вот еще раз напомню, значит, апогей вот борьбы за союзные государства, за союзный договор, это лето 91 года, а декларация, насколько я помню, проект в 90-м году летом была опубликована. То есть вот как вот эти два документа, тенденции я и тогда видел, и сегодня не сомневаюсь, вот эти два документа друг другу не противоречили. Не противоречили. Почему? Потому что ясно было раньше, что значит, все-таки статус автономных республик, он был принижен. Все декларировалось. Все вопросы, которых надо было на месте решать, они должны были обязательно согласовываться с центром. Поэтому ни один крупный экономический вопрос, ни одно крупное политическое мероприятие, тем более международные связи и так далее, не могли быть решены на месте. Климент Егорович, я скажу больше. Вот я тогда еще удивился, помню, что, оказывается, решение даже, скажем, о сносе старого двухэтажного деревянного дома должно санкционироваться было Москвой. Абсолютно все. Конечно. А кто был автором декларации? Кто вообще придумал саму идею, то, что эта декларация должна появиться? Конечно. Очень трудно называть одного автора, так? Но, безусловно, конечно, идею составления текста самой декларации, его обсуждение всенародное, потом узаконивание через Верховный Совет, это, безусловно, была идея Михаила Федоровича Николаева, тогдашнего председателя Верховного Совета. Но с ним согласились многие, поэтому я должен сказать, что сам текст составлялся недолго, потому что текст, он не выдумывался. Аналогичные тексты были везде. Так? До нас такую декларацию составляли и Татарстан, и Башкортостан. На работе были ряд деклараций. Мы в руках имели вот проекты деклараций других субъектов. Поэтому тут трудностей не было. Сама идея о суверенитете ходила у нас по республике. Витала. Оно витало, значит, в мыслях отдельных граждан наших, так, у интеллигенции, у хозяйствующих субъектов. Поэтому разговор кулуарный, даже официальный, он был везде и всюду. Даже вот я помню на бюро областного комитета партии, многие члены бюро областного комитета партии тогда с симпатией относились к идее объявления суверенитета, хотя их партийная обязанность, значит, не позволяла им об этом громко заявить. Вот вы как раз опережаете мой вопрос. Вот то, что в частном порядке члены бюро обкома КПСС разделяли эту позицию, это одно. А, скажем, вот как коллективный орган, вот мы с вами сидим как раз напротив ДП-1, теперь, вернее, где располагался обком партии. А как официально вот они относились к этой идее? Вот, скажем, стало известно, что готовится такой документ, и что было дальше? Официального обсуждения, как мне помнится, значит, принять или не принять декларацию, да, официального обсуждения не было. Партии. Угу. Но я знаю, что многие члены бюро его поддержали. Были же члены бюро,
депутатами Верховного Совета 12-го созыва. И они, большинство их, я знаю, и документ, наверное, подтвердит, голосовали за. Я помню даже Артур Николаевич Алексеев под давлением общественности вынужден был признать, что он раньше был категорически против принятия суверенитета. И он постепенно понимает необходимость этого документа и, учитывая итоги всеобщего голосования, то есть итоги всеобщего обсуждения, народного обсуждения, я вынужден буду голосовать за декларацию. Это его слова в стенограмме сохранилось. Он, кстати, кем тогда был? Он был членом бюро обкома, официальным работником аппарата обкома был. Большинство населения, хоть это сельская местность, хоть эти города, промышленные предприятия, одобрили. Поэтому не на пустом месте Верховный Совет принял декларацию о суверенитете. Оно почти получало всенародную поддержку. Климент Егорович, декларация была принята 27 числа, 27 сентября 90-го года. Вот надо сказать, что в истории Якутии 27 сама дата разных месяцев, да, она как бы несколько раз еще встречается. Это какая-то примета есть. Почему 27-е? Ну, на самом деле, и так... А в России 12 число доминирует. Это удачное число. Конституцию мы же приняли его 4 апреля 1992 года, но ввели его 27 вот я апреля. это, в частности, тоже имел в виду. Вот, поэтому счастливый день. Но за ним ничего не стоит. То есть это ничего не стоит. Никаких этих... А затем настал момент, когда его надо было реализовать. Очень серьезным испытанием для суверенитета стал вот этот августовский путч 91 года. Тогда, я думаю, очень многие Но тогда, кстати сказать, Михаил Ефимович в дни путча полетел в Москву, я его провожал в аэропорту, помню, и он достаточно однозначно совершенно высказался относительно того, что путь, который республика в 90-м году избрала, он совершенно верный, правильный, и он полетел в Москву как раз для того, чтобы поддерживать, не для того, чтобы там прислушиваться, что к чему, почему наверха, да, а полетел поддерживать именно Ельцина тогда. Да. Вот связь Ельцина с Михаилом Ефимовичем. А он связь с Ельциным установил, когда Ельцин был еще председателем Верховного Совета Российской Федерации, еще не президентом, тогда он был. Часто напрашивался там, на приеме бывал, о ситуации рассказывал с интересом. Его позицию во многих вопросах он официально поддерживал. Об этом громогласно говорил в своих интервью, выступлениях на Верховном Совете. Поэтому он еще на заре своего президентства, власти, далеко до президентства, нашел в лице Михаила Ефимовича Николаева своего, единомышленника во многих вопросах, не во всех, во многих вопросах. Особенно это относилось к развитию регионов. И не случайно, когда его раскритиковали на съезде КПСС, и когда он отказался от КПСС и выходил, сразу связался с Михаилом Ефимовичем Николаевым и изъявил желание прилететь в Якутск. И на завтра он оказался уже в Якутске. Помните, да? В декабре. По-моему, Оленёк, Анабар где-то, да? Ну да. А потом он был у нас в городе Якутске, он тут посмотрел много объектов. Да. Ну да, он заезжал. Да. Я помню, он заезжал в 4-й магазин. Сосклах Да, показал Михаил Ефимович самый суровый край. Говорят, там Ельцин целый тазик строганины съел, да, когда им простыл. Человек он такой простой был. Нет, это безусловно, что Борис Поэтому, Ельцин да, оказал очень серьезное влияние связь на Борисом Николаевичем Ельциным. Хотя вот Ельцина не знаю, как ругать, но это их не дело. Но Ельцин историческая личность. Никто отрицать этого не может. Конечно. Он взвалил на себя, на свои плечи огромную ответственность в самом таком трудном периоде России, когда практически был хаос, экономический, политический и так далее. Ошибки были. Ни у кого не бывает. Понимаете. Но в основном для создания новой России Ельцин много сделал, он очень много сделал, в частности, для развития республики, смело поддержав
суверенитет республики и экономической самостоятельности. Вот Ну, очень во многом. я даже добавлю, что Якутия вместе с другими, рядом других республик это сделала очень многое как раз вот своими декларациями в развитии федеративного государства тоже. Климент Егорович, ну вот возвращаясь уже в сегодняшний день, 27 сентября 90 года принятие декларации о государственном суверенитете, это история, История, да. которая не имеет продолжения? Нет. То, что сегодня мы имеем и наблюдаем, значит, исходит с тех времен, и в то время, я не боюсь этого слова, был заложен фундамент для дальнейшего развития нашей республики. И без этого фундамента, заложенного в 90-х годах, мы сегодняшнюю действительность практически не имели бы, я об этом четко говорю. Я скажу, что, во-первых, она базируется на том фундаменте, и самое главное, за эти годы работать в новых условиях учились многие кадры, которые сегодня у руля. Так. Они же тогда были молодые. Вячеслав Анатольевич совсем молодым был. Ну, тогда министром был. Да, он министром был. Ну, сначала был он обкомовским работником. Да, Зафалилов. Да, а потом Михаил Ильич Николаев рекомендовал его первым заместителем председателя правительства при мне. Но тогда волей случая мы не смогли его так утвердить первым заместителем, поскольку у нас тогда не было партийной части. А когда была в прежнем Верховном Совете партийная часть, мы любые трудные вопросы быстро решали. А тут сами депутаты голосовали, так ведь, да? Нужного голоса мы не набрали, но тем не менее Михаил Ильич не стал, понимаете ли, отступать от кандидатуры Вячеслава Анатольевича. Он смело его выдвигал, значит, сначала министром строительства, а потом, когда шел на выборы президента, он его, значит, взял на пару с собой вице-президентом, они избраны были. На должности вице-президента он выполнял огромные ответственные задачи, практически он выполнял обязанность руководителя правительства, премьер-министром был он, да? Да. Так, ему он дал поручение выполнять ответственную должность, курировать алмазной промышленностью, в целом промышленностью он курировал. Михаил Ильич ему дал такое поручение. Ну и затем его направил Михаил, первый президент республики, значит, генеральным президентом компании «Алрос». Поэтому это истинный кадр, испеченный в годы реализации государственного суверенитета. Он из команды первого президента. Возьми вице-президента Акимова, это тоже кадр тех времен. Борисов Егор Афанасьевич, тоже с тех времен. Он тогда был председателем Чураптинского райисполкома. Его Михаил Ефимович пригласил в республике, потом сначала назначил министром сельского хозяйства, и потом пошло-поехало. Если бы не те времена, начала 90-х годов, я боюсь сказать, большинство сегодняшних руководящих кадров не находились бы на сегодняшнем своем месте, на своих постах. Поэтому они прошли вот урок 90-х годов. Поэтому это им дает очень многое. Они закалку получили настоящую, они пронизаны идеей работать за народ, за интересы народа. Так и не делают. Поэтому это сегодня продолжается то, что было начато в 90-х годах. Здоровья, удачи вам и Спасибо. С праздником. Спасибо. Всего доброго. Завершая эту передачу, еще раз хочу поздравить вас всех с праздником. Здоровья вам и благополучия. На сегодня все. До свидания.